Саламатсыңарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу угармандар. Бизнес клуб программасы өз уктуруусун баштайт. Кызматыңыздарда Руслан Ахматбек, дагы жолу кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн студиябызга Мерим Эмилайымды чакырдык. Студиябызда бүгүн эмоционалдык интеллект боюнча сөз кылмакчыбыз. Тагыраак айтканда, эмоционалдык интеллект бизнесте жана ишканаларда канчалык роль ойнойт жана канчалык маанилүү деген. Урматтуу угармандар, эмоционалдык интеллект биздин өлкөдө жаңы талкууланып атат. Мен аябай кызыктуу нерсе айтайын. Интернет айдынына кирип, эмоционалдык интеллект деп кыргыз тилинде жазсам, бир дагы бир жыйынтык пайда болгон жок да, бир дагы материал жок экен. Абдан кызыктуу. Ушуну биз бүгүн бизнес клуб программасында ошол Секом билим берүү мекемесинин проект менеджер болуп иштеген жана ошондой эле эмоционалдык интеллект боюнча тренер болгон Мерим айым менен талкууламакчыбыз. Анын бизнес кишиге негизи эле кандай пайдасы бар? Биз талкуубузду силердин уруксатыңар менен орус тилинде улантабыз. Силер урматтуу угармандар, сурооңуздар болсо 68 06 06 телефон номуруна чалсаңыздар болот. Уважаемые радиослушатели, мы начинаем очередную программу «Бизнес-клуб». Сегодня мы обсуждаем очень важную тему – эмоциональный интеллект. Вернее, какую роль играет эмоциональный интеллект для бизнеса и компании. Сегодня у нас в гостях Мерим Эмиль. Здравствуйте, Мерим. Добро пожаловать в нашу студию. Уважаемые радиослушатели, вы можете задать ваши вопросы, Мерим, по телефону 68 06 06. Мерим у нас работает в образовательном учреждении СЕКом и является тренером по эмоциональному интеллекту. Тогда мы, с вашего позволения, Мерим, начинаем нашу беседу. Мерим, начнем, наверное, с основного, да? Что такое эмоциональный интеллект и почему он важен? Да. Эмоциональный интеллект – это… В него входят 4 навыка. Давайте я вам расскажу коротко об этих навыках. Это самопознание, управление эмоциями, эмпатия и построение отношений. Он важен, потому что именно он, оказывается, влияет на успех во взрослой жизни. Потому что мы очень много времени уделяем развитию и обучению IQ, то есть тому виду интеллекта, которым нас обучают в школе и в университете. Но многие факты показывают, что во взрослой жизни, после школы и университета, успеха добиваются люди, у которых высокий EQ, а не IQ, то есть эмоциональный интеллект. То есть получается, что наша способность строить отношения с людьми и управлять своими эмоциями, и уметь распознавать свои эмоции, и уметь сочувствовать людям — является решающим фактором достижения большого успеха. Люди, которые не умеют этого делать, не могут достичь высокого успеха. И это отвечает на вопрос, почему, возможно, вы сами заметили, что среди ваших одноклассников троечники добились большего успеха, чем отличники во взрослой жизни. И это отвечает на этот вопрос, почему. Потому что в школе нам преподают только очень узкий круг интеллекта, только связанные с логикой, с математикой и с языками. Но оказывается, в мире есть большое разнообразие интеллектов. То есть мы до сих пор привыкли думать, что основным критерием успеха является IQ, но теперь выясняется, что этого недостаточно. Да, действительно, даже в Америке начали заниматься изучением EQ совсем недавно, буквально в 70-х годах. Поэтому первая книга об эмоциональном интеллекте вышла только в 1995 году, потому что не было достаточно проведено исследований, потому что последние 100 лет занимались только IQ. А в каком вот отрезке вашей жизни вы поняли, что эмоциональный интеллект, он важнее, чем IQ? Наверное, я это поняла в Америке. Когда вы учились? Да, когда я училась, в Америке я училась, и нас обучали, в американской системе и в университете обучают разным видам предмета и разными способами обучения. И тогда я поняла, что даже обучаясь математике, с которой у меня всегда были проблемы
в кыргызстанских школах, когда у меня были учителя, которые использовали разные методы обучения, используя визуальный метод или с помощью аудио, или с помощью каких-то практических заданий, где мы могли использовать наши знания, я тогда поняла, что и мне математика дается легче, и я получала отличные оценки. Тогда я стала задумываться. И потом вообще я всегда увлекалась психологией, и я ее изучала неформально последние 10 лет. Я каждый день читала статьи, я читала книги, связанные с психологией и философией. А так как эмоциональный интеллект связан с психологией, вот так я и пришла к этому. Я просто читала очень много статей, и в один момент я стала замечать, что в Америке люди очень много внимания стали уделять эмоциональному интеллекту. И сейчас в компаниях берут на работу именно людей, у которых высокий эмоциональный интеллект, а не IQ. Ну, то есть IQ тоже важен, но эмоциональный интеллект важнее. Тогда коэффициент интеллекта и эмоциональный интеллект — это как бы взаимодополняющие, или же все-таки один из них он важнее, чем Да, другой? Я думаю, взаимодополняющие. Взаимодополняющие. Когда я говорю, что троечники становятся успешнее отличников, я не говорю, что не нужно быть отличником, да? Это просто означает, что у троечника больше шансов. То есть не у троечника, а у человека, который высокий эмоциональный интеллект, но не такой высокий IQ, у него есть больше шансов достичь успеха, чем у того, у кого высокий IQ, но низкий эмоциональный интеллект. Но если у вас высокий IQ и высокий EQ, что означает эмоциональный интеллект, то вы добьетесь, конечно, еще большего успеха. С IQ как бы все понятно, да? Здесь есть богатый такой опыт, да? И больше 100 лет, наверное, ее измеряют. Да. А как измерять EQ? Да, в этом-то и состоит сложность нашей задачи по развитию эмоционального интеллекта, потому что его сложно измерить, его сложнее измерить, чем IQ. Если IQ можно измерить, дав тест, да, как мы его измеряем, то EQ это сложно делать, потому что он связан не с сознаниями, а с навыками. То есть многие люди могут даже знать многое об эмоциональном интеллекте, но это не означает, что они могут это делать и использовать, да? Потому что это навыки. Например, мы можем знать, как строить отношения, но на деле мы не способны это делать. И поэтому, но сейчас американские психологи работают над созданием способов измерить его. И его часто измеряют с помощью не только тестов, но еще практических заданий. Например, измерить эмпатию. Эмпатия — это означает уметь чувствовать эмоции других людей. Не только сопереживать, но самому прям прочувствовать, что чувствует другой человек. И чтобы это измерить, например, людям могут дать посмотреть видео, где люди разговаривают эмоционально или разрешают конфликт. То есть есть некоторые индикаторы как бы развития IQ, да? Да. И эти люди потом могут записать, какие эмоции там они увидели в этих людях. И не все могут это увидеть. Так, значит, EQ, эмоциональный интеллект, он не дан с рождения. Его необходимо развивать. Да, давайте я вам сейчас об этом расскажу. Да, эмоциональный интеллект, вся прелесть это в том, что ему можно обучиться в любом возрасте. В любом возрасте. Да, но все же почему у некоторых людей он выше или ниже? Дело в том, что мы ему обучаемся с рождения. И нас обучают ему все те, кто нас окружает, начиная от наших родителей, преподавателей и всего нашего окружения. И таким образом мы сами, обучаясь эмоциональному интеллекту, будем обучать его всех, с кем мы общаемся. То есть у каждого есть эмоциональный интеллект, да. То есть вопрос, да. в каком объеме? Да, но все же мы рождаемся с определенным темпераментом, и это влияет на уровень нашего эмоционального интеллекта. То есть он генетически заложен? Да, но все-таки эмоциональный интеллект, он совокупность того, с чем мы рождаемся, и то, чему мы обучаемся. И как вот эмоциональный интеллект, он проявляется в повседневной жизни? В
повседневной жизни. Например, да, вот я могу рассказать вам о примерах, которые я вижу сейчас в Кыргызстане, да, которые показывают на то, что у нас кризис эмоционального интеллекта, и сейчас как никогда нам обязательно нужно изучать его, если мы хотим выжить, я думаю. Например, даже так, да? Да, Даже да, вопрос стоит о выживании. Да, например, уровень семейного насилия. Это показывает просто низкий уровень эмоционального интеллекта. Это разрешаемое. Это просто показывает, что у людей они не могут управлять эмоциями. Это навык, которому можно обучиться. Почему, знаете, почему я с таким пристрастием изучаю эту науку? Потому что многие наши загадки жизни, многие вопросы, которые кажутся нам какими-то волшебными или загадочными, показывают, что можно их решить как математическую задачу. То есть, например, используя вот эмоциональный интеллект, используя науку об этом. Например, когда человек манипулирует, да, или обманывает, делает какое-то зло, я перестала обижаться на таких людей, потому что я поняла, что у них просто нет эмпатии, у них нет навыка сочувствовать другим людям. Это точно так же, как вот если обижаться на таких людей, это то же самое, что если бы математики, да, обижались на всех, кто не умеет решать математические задачи. Это навык, которому можно ему обучиться. То есть когда мы говорим об эмоциональном интеллекте, мы говорим о каких-то определенных социальных навыках. Да, да. И вот, вы сказали, вот, Мирим, что у нас в Кыргызстане ощущается как бы низкий уровень социального интеллекта, да? Да. Это стало результатом чего? То есть? Я думаю, это из-за того, что просто у нас, вот, как вы сказали, нету книг, нету знаний об эмоциональном интеллекте. То есть его просто элементарно нигде не обучают. Да, например, я знаю, что в Советском Союзе мы никогда не изучали психологию, люди изучали очень мало. А в Америке давно изучают психологию. И так как книга появилась про эмоциональный интеллект еще в 1995 году, то понятно, почему они более вежливые друг с другом, лучше строят отношения, да, лучше строят семейные отношения, потому что у них эти знания появились еще в 1995 году. А у нас до нас только по чуть-чуть сейчас только доходит. То есть эмоциональный интеллект, он на сегодняшний день некий ключ к успеху, да? И в личной жизни, и в карьере. Да. И вот, чтобы чуть-чуть еще больше об этом объяснить, я думаю, самое главное, вот из того, что я рассказала, самое главное в эмоциональном интеллекте — это строить отношения и управлять своими эмоциями. И почему это влияет на успех, я вам сейчас коротко хочу рассказать. Я поняла, читая много статей, смотря интервью известных людей, о том, кто пришел к большому успеху, я поняла, что отношения влияют на твой успех. То есть, потому что если у тебя хорошие отношения с людьми, значит, у тебя есть доверие людей, да? И чем больше доверия у тебя людей, тем больше успеха ты достигнешь, потому что это все влияет. И вот те люди, которые грубо с кем-то общаются, они разрушают отношения. И нам нужно задуматься каждый раз, когда мы разговариваем по-доброму или грубя другим, мы должны думать, мы строим отношения или разрушаем их, потому что это в конечном счете повлияет, добьемся ли мы успеха или нет. То есть умение, способность строить отношения, отношения — это некий компонент эмоционального интеллекта. Да? И вот на самом деле, например, вот смотрите, что я поняла. Вот, например, Стив Джобс, все знают, да, Стив Джобса. Он добился большого успеха и финансового, да, и социального. Все его признали и покупают его продукты до сих пор. Это просто означает, что он вызвал доверие такого большого количества людей. И я думаю, любой другой успешный человек, который добился большого успеха, он добился его потому, что он строил разные отношения, много отношений с разными людьми. У него высокие показатели эмоционального интеллекта, да? Да. Потому что если бы у него были плохие отношения с людьми, то люди бы ему не доверяли, не покупали бы его продукт. Теперь вот уточним, давайте вопрос обратно еще раз. По поводу измеряемости этого эмоционального интеллекта. Вы сказали, что это сложно. Сложность заключается в том, что это появилось сравнительно недавно. С этим связано, да?
сложности Нет, на измеряемости индикаторов эмоционального интеллекта? Отчасти да, от этого, потому что еще до сих пор еще работают и не уделяли достаточно времени разработке способов измерения. Но еще и потому, что просто эти навыки сложнее измерить. Так, а может простой человек, да, простой обыватель, вот задав себе пару вопросов, либо обратиться к кому-то и узнать примерно об уровне своего эмоционального интеллекта? Потому что как бы мы говорим, что это очень важно, что это приводит к успеху, наличие эмоционального интеллекта. Может ли он, то есть, ответить на вопрос, и какой уровень эмоционального интеллекта у него? Сам человек Да. может ли Да. ответить? Я думаю, знаете, По поводу это- коэффициента интеллекта, это понятно. Заходим в интернет, скачиваем тест, примерно у нас есть понимание того, что какой у нас коэффициент интеллекта, да? А вот как быть с эмоциональным интеллектом? я Как думаю, вы я видели? могу... Есть ли тесты, может быть, какие-то? Да, есть тесты, я вижу много тестов в интернете, но я думаю, они хорошо не измеряют, потому что люди могут солгать или они могут ответить на вопрос так, но в жизни делают по-другому. Я думаю, самый хороший тест... Может быть, Да. его материальное положение, да? Или нет? Или взаимоотношения с людьми, как вы сказали? Да, взаимоотношения с людьми. Взаимоотношения Я думаю, с людьми. и я думаю, знаете, даже если вы достигли высокого эмоционального интеллекта, развивая его, да, на этом нельзя останавливаться, потому что сегодня он высокий, но завтра, если вы вдруг разозлитесь на кого-то, он тут же станет низким. Я думаю, самое главное, что не нужно стремиться к какому-то уровню, а пытаться всю жизнь его развивать. Развивать. Поэтому каждый день управлять своим стрессом. Управлять своими эмоциями, да? Да, своими эмоциями. Я думаю, один хороший тест — это если вы позволили повысить на кого-то свой тон голоса или разозлиться, это уже показывает, что ваш эмоциональный интеллект сегодня стал ниже. А если вы смогли не только ни на кого не разозлиться, но и внутри остаться спокойным, а это только человек сам может понять, да, то вот это, я думаю, хороший признак того, что ваш эмоциональный интеллект становится выше. То есть можно говорить о том, что можно повышать эмоциональный уровень эмоционального интеллекта, да? Да. И Да. какими способами? Ну, я думаю, во-первых, нужно прочитать книгу. Что такое эмоциональный Да, интеллект? Да. Кстати, да. я напомню радиослушателям, да, вы написали книгу «Является ли IQ, да, нашей судьбой?» Где могут его найти наши радиослушатели? Да, в офисах Кагас Концепт и в образовательном учреждении СИКОМ на 3-м этаже. Продолжим давайте я вам нашу еще беседу. немного Да, расскажу. сейчас я напомню радиослушателям, уважаемые радиослушатели, мы сегодня с Мирим Эмиль обсуждаем важности эмоционального интеллекта. Да? Если у вас возникнут вопросы, вы можете позвонить по номеру 680606 и задать Мирим интересующийся вопрос. Вы хотели что-то сказать? Я бы хотела продолжить нашу тему, как можно развивать эмоциональный интеллект. Кроме того, как прочитать, да, я бы хотела поделиться некоторыми способами насчет каждого навыка эмоционального интеллекта. Например, самопознание. Коротко, самопознание — это уметь осознавать свои эмоции. И я думаю, нужно каждому человеку просто найти то занятие, которое ему помогает расслабиться и понять, какие у него эмоции сейчас происходят. Для меня это писание, да, и это является моим любимым делом — писать. Я почти каждый день пишу в своем личном дневнике о своих мыслях. Для кого-то это рисование, для кого-то это что-то еще, да. То есть это зависит от вашего типа личности, что вам нравится, что вам помогает расслабиться и признаться себе в своих чувствах. Второе — управление эмоциями. Есть разные способы управления эмоциями, и я с некоторыми из них поделилась в своей книге. Это тоже нужно пересмотреть ситуацию, поменять свои эмоции. Например, если вы на кого-то разозлились, подумать о том, что, возможно, у него была причина на то, чтобы разозлиться, и поменять свои эмоции на позитивные. Тоже можно сделать с помощью писания или с помощью просто разговора с собой, да, или медитации. И поэтому
Кстати, молитва у религиозных людей, молитва тоже является способом управления стрессом и управлением эмоциями. И спорт также помогает. Эмпатия, для того, чтобы развивать эмпатию, нужно, во-первых, знать свои эмоции, потому что если ты не знаешь свои эмоции, ты не можешь знать другие эмоции. Этому может помочь наш первый навык самопознания. То есть, если мы повышаем уровень эмоционального интеллекта, то есть эмоциональный интеллект, он облегчает жизнь. Да. И таким образом, даже если нам делают больно, если у нас будет эмпатия, мы сможем понять и простить этого человека. Так давайте тогда, Мирим, поговорим о том, как вообще эмоциональный интеллект помогает вести, например, бизнес. Да. Любой владелец бизнеса, да, это лидер. Да. Лидер, который должен вести свою команду. У него есть команда. И лидер должен управлять людьми. А для того, чтобы управлять людьми, нужно в первую очередь уметь управлять собой. И управлять своими эмоциями. И, естественно, строить отношения со всей командой. Это также важно не только для лидера, но и для команды. Потому что для того, чтобы команда была эффективной, нужно, чтобы они умели построить гармоничные отношения с собой. Да. Кстати, здесь я напомню, что, оказывается, исследователи отмечают, что высокий эмоциональный интеллект положительно влияет на способность работать в коллективе. Да, потому что когда у нас есть эмпатия друг к другу, создается та химия, которая помогает вызвать доверие друг к другу. А доверие просто так же не появляется. Оно не появляется за один день. И ее нельзя купить, ее нельзя украсть. И это что-то необъяснимое, и мы не знаем, когда она появляется. Но она может появиться только в случае, когда у нас есть высокий уровень эмпатии друг к другу, когда мы умеем строить отношения, а не разрушать их, когда мы сами управляем своими эмоциями. И также эмоциональный интеллект нам помогает управлять эмоциями других. Вы задумайтесь, какое-то волшебство на самом деле, что мы можем управлять эмоциями других. Это не манипуляция. Нет. Кстати, я против манипуляций, я против людей. Я часто слышу это, что некоторые люди прям обучают манипуляции, что если ты хочешь достичь успеха, ты должен уметь манипулировать людьми. Нет, мне это никогда не нравилось, я всегда была против. И поэтому я так люблю автора этого книги, Дэниела Голмана, первой американской книги, потому что он тоже против этого. И у него есть вторая книга, которая называется «Социальный интеллект». И там он говорит, что уметь высокий социальный интеллект — это не значит уметь манипулировать. Когда у тебя высокий социальный интеллект, когда ты строишь отношения с людьми, это не приносит вред окружающим. А когда люди манипулируют, это приносит вред окружающим. Это приносит выгоду им, но приносит вред окружающим. А когда ты строишь отношения с высоким эмоциональным социальным интеллектом, это приносит выгоду обоим. Или, по крайней мере, не приносит вред другому. И все-таки, что по-вашему, да, Мирим, что является все-таки основой эмоционального интеллекта? Простые человеческие качества? Основой? Да. Основой логикой, это... например, по-моему, логикой коэффициента интеллекта, это может быть логика, да, умственные способности. А здесь? А здесь построение отношений. Построение отношений. Да. Основа эмоционального интеллекта — построение отношений. Да? Да. И все остальные 3 навыка, да, которые я говорила, что есть, просто они есть, потому что без них невозможно уметь строить отношения. Можно ли говорить в развитии эмоционального интеллекта о количественных показателях? Какие-то, например, может быть, критерии? Как может судить человек о том, какой у него уровень развитости эмоционального интеллекта? Какие-то есть количественные показатели, чтобы человеку было легче ориентироваться? Сейчас у нас телефон, вы подумайте, телефонный звонок у нас. Да? Здравствуйте. Я хотела задать вопрос по поводу... Спасибо за информативную беседу, во-первых. А во-вторых, вот именно по поводу, когда можно начинать у детей именно развивать эмоциональный интеллект. И вот в раннем возрасте, как его можно легко и доступно начать
образования? Спасибо. Очень хороший вопрос. Да, немаловажный вопрос. Это... То есть этот вопрос возвращаемся, то есть эмоциональный интеллект – это не заложенное качество, да? Да. И можно его развивать, наполовину только да, заложено. Да. Оказывается, у детей это можно развивать еще с младенчества. Каждый раз, когда мама успокаивает своего плачущего ребенка, она или повышает его эмоциональный интеллект, или понижает, в зависимости от того, как она его успокаивает. Если она успокаивает его спокойно, да, говорит с ним ласково и может его успокоить, он учится сам успокаиваться. Если она это делает нервно, нетерпеливо, то он, во-первых, не учится сам успокаиваться, во-вторых, его эмоциональный интеллект уже снижается, даже если он от природы был немного выше. И так и дальше. То есть каждый раз общаясь с ребенком, мы или повышаем, или понижаем его эмоциональный интеллект от того, как мы с ним общаемся. Либо мы ее уничтожаем совсем. Да. То есть, естественно, нам нельзя грубо критиковать ребенка, нам нужно всегда очень ласково с ним общаться. Ну, чтобы воспитывать у ребенка, то есть повышать уровень эмоционального интеллекта у ребенка, мне кажется, надо обладать этим интеллектом. Да, конечно, самому родителю в первую очередь. В первую очередь, как и лидерам, я думаю, лидеры и родители, да, они похожие. Как и лидерам, им нужно в первую очередь самим управлять собой, управлять своими эмоциями, и тогда они смогут управлять эмоциями ребенка. Это, знаете, вот обладание, наличие, может быть, эмоционального интеллекта, это, наверное, то есть это некая гармония, да, присутствие некоторой гармонии в внутреннем мире. Да, можно так конечно. И у меня тоже продолжение этой мысли вопрос. Эмоциональный интеллект – это не победа эмоций над разумом? Да, кстати, это хороший вопрос. Иметь эмоциональный интеллект не означает быть эмоциональным, если у кого-то возник такой вопрос, да? Наоборот, это означает управлять своими эмоциями, наоборот, сделать их более спокойными, да? И это я бы не сказала, что это победа над разумом, потому что эмоциональный интеллект, иметь эмоциональный интеллект означает, когда мы можем использовать разум, сделать разум партнером эмоций. Именно когда эмоции и разум вместе работают, вот тогда у нас получается жить самой лучшей жизнью, быть в гармонии с собой и создавать самый лучший продукт, и иметь много энергии. Так, возможно ли это, учитывая наши бытовые условия, да, учитывая наше состояние экономики в нашей стране? То есть, по вашим словам, обладатель такого хорошего эмоционального интеллекта вырисовывается картина такого вот идеального человека. Возможно ли это в условиях нашего общества? Я думаю, возможно. Я никак не вижу, как экономические факторы могут повлиять на это. Это все зависит от людей. Повседневные проблемы. Ну, конечно, нам сложнее. Да. Нам сложнее намного, нам сложнее. Но, может, поэтому именно сложнее, поэтому нам и нужно изучать эмоциональный интеллект, потому что нам это больше нужно, чем другим. Да, тогда перейдем вот к этой фазе, да? Вы сказали об обучении, да? Как этому обучаться? То есть мы приняли, что эмоциональный интеллект это важен, да. Его можно развивать. И теперь как? Как я уже говорила, есть разные способы, каждый должен найти свой способ. То есть универсального способа нет? Нет. И самое главное, нужно делать это каждый день, регулярно. Например, почему сейчас на Западе очень популярна медитация? Потому что она помогает управлять эмоциями и помогает и развивать самопознание, когда ты можешь понять, какие эмоции в тебе сейчас происходят. Здесь я вычитал в книге, что, оказывается, работодатели обращают внимание на то, что высокие умственные способности не всегда являются критерием успеха. Да. То есть здесь необходимо эмоциональный интеллект, да? Да. Вот, например, я вам приведу пример. Я говорила много про отношения, сейчас я вам расскажу про эмоции, как это влияет. Например, если у человека высокий IQ, он очень умный, он знает очень многого, но он, например, не может управлять своим временем
или, например, не может встать рано утром, или он легко уходит в депрессию, его легко расстроить, и тогда он будет расстроенным и не сможет использовать те знания, которые у него есть, тогда он не добьется успеха. В отличие от человека, у которого, возможно, меньше знаний, да, но он может управлять своими эмоциями, например, не расстраиваться, когда его кто-то расстраивает, а продолжать идти дальше или не сдаваться, когда он совершает ошибку. И тогда этот человек, даже имея меньше знаний, добьется намного большего, потому что он не останавливается и использует все то, что у него есть. А и вот понимаете, да, если у человека много знаний, но при первой же ошибке он сдается, то, естественно, то есть смысл от этих знаний. Это значит, эмоциональный интеллект — это умение управлять собой. Да, умение управлять собой. Да? Умение управлять собой. Я бы еще хотела добавить... это делать ежедневно. Да, ежедневно, каждую секунду. Каждую секунду. Как только вы разозлились, то умение понять: так, я сейчас разозлился, и уметь отойти в сторону и посмотреть на свою злость со стороны. Ах, ну ты разозлился, да, тебе разозлили, да, ну ничего. И понимать, что это просто эмоция, которая через 10 минут может пройти, если мы не станем рабом этих эмоций. Тогда первый шаг к обучению — это самопознание. Да, самопознание. Постоянно наблюдать за собой, что в тебе происходит. Я бы еще хотела поделиться с другим примером, как можно развивать эмоциональный интеллект. Это не превратится в такое вечное такое копание внутри себя? Это зависит от вас. Нет. Но если мы не будем вечный этого делать... поиск себя, да? Нет, не... Ну, в этом и состоит вся жизнь, я думаю, что вечный поиск себя. Да. Но самое главное, что не заниматься не только вот самокопанием, оно полезно до определенного времени, но потом использовать это для своей выгоды, для того, чтобы управлять эмоциями и строить отношения. Вот, например, один из примеров, как можно развивать его, например, умение слушать. Многие люди не умеют слушать, а это является важным компонентом эмоционального интеллекта, потому что это часть эмпатии, потому что люди с высокой эмпатией умеют хорошо слушать. Потому что для того, чтобы хорошо слушать, нужно иметь реальный, искренний интерес к другому человеку, иначе вам сложно будет слушать. Поэтому многие не умеют слушать. Но нужно составить такой определенный договор с собой, что так, я хочу учиться слушать, и я буду это делать в течение 3 месяцев. Потому что через 3 месяца навык эмоционального интеллекта укрепляется в твоем мозгу, и создаются новые нейроны, которые остаются с вами на всю жизнь. И нужно тогда дать себе обещание, что каждый раз, когда у вас есть возможность, в любое время дня, ну, если вам это не мешает вашей работе, да, после работы, как только когда вам кто-то рассказывает, нужно бросить все и слушать этого человека, и не перебивать его. И понимать, что вы сейчас практикуете свой навык слушания. То есть это способность слушать. Потому что можно прочитать, да, про то, как нужно слушать, можно запомнить, что нужно уметь слушать, но не делать этого каждый день, да? А это нужно делать каждый день. А как только тогда вы сможете развить. Как изменилась Мириам Эмиль после обучения или именно познания вот этой науки? Да, я начала меняться в Америке еще до прочтения этой книги, когда я стала читать книги философов, американских и индийских философов про важность самопознания, тоже они про это много пишут, про то, как важно быть здесь и сейчас, про то, как важно быть спокойным. До этого, до прочтения этих книг, я думаю, мой эмоциональный интеллект был низким, из-за школы, в которой я училась в советских школах, где нам очень много грубили, кричали на нас. И я замечала, что я делаю то же самое, что делают мои учителя с моими друзьями и родственниками, но мне это никогда в себе не нравилось. Да? Я всегда хотела себя изменить, и я понимала, что на самом деле я другая. Но почему-то было сложно измениться. Но после прочтения этих книг, почему-то они мне так сильно понравились, и я их так хорошо приняла, поверила, что... И именно после них, кстати, я полюбила чтение книг. До этого я не очень любила. И после этого у меня стало получаться меняться. Они как-то так доходчиво, видимо, написали. И первый
Пример — это был мое общение с моей сестренкой. Я вдруг перестала повышать на нее голос. И каждый раз, когда мне удавалось не повышать на нее голос, когда мне хотелось, да, когда она меня чем-то злила, я понимала, что, наверное, сейчас бы я сказала, что мой эмоциональный интеллект повышается. Тогда я не знала, что такое эмоциональный интеллект. Я просто радовалась, что мне уже получается не повышать. То есть вам удавалось измерять именно развитие вашего эмоционального интеллекта? И, кстати, другой способ повышать эмоциональный интеллект для меня является чтение книг. Каждый раз, когда я опять начинала раздражаться или хотелось разозлиться на кого-то, я тут же в тот же день начинала читать книги. Я перед сном всегда читаю книги, и они меня успокаивают. И я думаю, это вот помогает повышать эмоциональный интеллект. И вы решили стать тренером? И потом, и также, знаете, я начала ходить на разные встречи иностранцев. За границей иностранцы часто знакомятся друг с другом, ходят на встречи. И я ходила туда для того, чтобы практиковать английский, и также для того, чтобы практиковать умение построения отношений. Я разговаривала с ними на разные темы, практиковалась умению слушать. Да. И потом, когда я работала в Турции, я нашла книгу в книжном магазине об эмоциональном интеллекте, социальном интеллекте. Как только я увидела ее, я ее купила, потому что я знала, что это важно, да, и что сейчас это в мире становится очень важно. И я ее прочитала. Я, Мирим, знаете, я с удивлением обнаружил, что на кыргызском языке я прогуглил за ней информацию, написал эмоциональный интеллект был мне, там практически нет информации на кыргызском. То есть это что? Это говорит о чем? Можете прокомментировать? Об отсутствии информации на кыргызском об эмоциональном интеллекте. Мы не придаем значения или... Ну, на кыргызском языке же вообще очень мало информации. Да. Ну и получается, мы не придаем значения психологии, мне кажется, именно науке о психологии почему-то. То есть, чтобы развивать эмоциональный интеллект, вы говорите, необходимо хоть чуточку разбираться в психологии. Да, это часть психологии. Потому что автор этой книги, он обладатель докторской степени по психологии. Но также там есть некоторые вещи, которые идут против традиционной науки о психологии. В некоторых вещах он не согласен с некоторыми психологами. Кстати, изучая эмоциональный интеллект, я поняла, что можно стать психологом самому себе, если изучить эмоциональный интеллект. А есть некий какой-то предел, вот, например, в коэффициент интеллекта, там говорят об успешности после какого-то, да, например, о высоких показателях IQ. Есть ли такие высокие показатели IQ, вот, эмоционального интеллекта? Можно ли говорить об этом? Ну, я думаю, так как это построение отношений является основой, если у вас есть много друзей, много контактов, да, много людей, которые вас знают и доверяют вам, и могут сказать хорошее о вас, и порекомендовать вас, это является, я думаю... Отсутствие конфликтов. Да, отсутствие конфликтов притом каждый день, да. Каждый день, да? Да, и в особенности со своей семьей. На моих семинарах часто говорят, ну ведь это понятно, в принципе, на работе у нас получается, но в семье это сложно, в семье невозможно не ругаться. Но я думаю, что нужно начать как раз-таки с семьи, потому что все начинается из семьи, да. И мне кажется, если у вас получится строить лучшие отношения с семьей, то у вас и со всеми другими тоже получится строить лучшие отношения, потому что с семьей сложнее всего строить отношения, потому что семья знает вас как никто другой, да? Она знает все ваши и достоинства, и недостатки. Значит, в основу можно заложить именно отношения в семье, да? Да. Это, наверное, самый лучший показатель. Да. Не такой, на работе он очень такой хороший человек, а в семье он редиска, да? Да. Такого нет, да? Нет. Кстати, вот Дэниел Голман говорит, что улучшая навыки эмоционального интеллекта, это будет помогать вам становиться как хорошим менеджером, так и хорошим отцом, потому что это одни и те же навыки. Тогда, когда подытоживая, значит, может быть, уместно, так скажем, говорить о каком-то списке навыков социальных, которые бы определяли бы
уровень эмоционального интеллекта, да? Есть ли такой список, например, как вы сказали, вот самопознание, умение слушать, умение строить отношения, управлять эмпатией. Есть ли такой список? Ну, полный список. Я думаю, вот эти 4 навыка — это самое главное. Самое главное. Можете повторить эти 4 навыка? Самопознание, управление эмоциями, эмпатия и построение отношений. То есть это 4 основных показателя наличия эмоционального интеллекта. Да? Все остальное, все, что можно найти, это просто часть вот этих 4. Что вы посоветуете тому человеку, который впервые сегодня услышал об эмоциональном интеллекте и решил, что нет, надо меняться и надо начинать вот с сегодняшнего дня, да? Так жить нельзя. Вот решил, что вы посоветуете? Я думаю, нужно посмотреть на свой день, как он проходит, прям по часам расписать, потому что часто, мне кажется, одной из проблем является то, что мы начинаем отвлекаться от своих эмоций, мы начинаем управлять своими эмоциями, но плохим способом. Например, курением, или мы пьем алкоголь, наркотики, да, или смотрим слишком много телевизора, кушаем слишком много, пользуемся Фейсбуком и Инстаграмом, да, да, ругаемся, да. Это все плохой способ, он никакой пользы нам не приносит и отнимает наше время. И вот, конечно, если мы будем продолжать это делать, то мы не добьемся успеха, даже если мы очень много знаем. Я думаю, в первую очередь нужно заняться, все, наверное, знают, да, тайм-менеджмент, стресс-менеджмент, просто посмотреть, чему вы уделяете время каждый день. И если вы увидите, что вы, например, очень много времени сидите в Фейсбуке, да, или смотрите телевизор, да, или кушаете много, все, что я перечислила, подумайте, а почему вы это делаете? Это показатель чего? Если это показатель того, что он не управляет эмоциями. То есть у него низкий эмоциональный интеллект, да? Да. Я предлагаю, как я в своей книге пишу, о том, что вместо этого сделать что-то полезное, чтобы улучшить свое настроение и создать себе легкий успех. И таким образом ваша, возможно, проблема решится, вы будете управлять своими эмоциями и что-то полезное для себя сделать. Как, например, прочитать новую книгу или сходить на какой-то семинар, посмотреть какой-то хороший, полезный фильм. Вот. И каждый раз, когда вам будет хотеться делать что-то вредное, вам нужно вспоминать об эмоциональном интеллекте и делать что-то полезное. Да, спасибо, Мирим. Значит, подытоживая, тогда подводим итог, говорим, что с уверенностью эмоциональный интеллект – это ключ к успеху, да? Да. Ключ к успеху. Да. Спасибо, уважаемые радиослушатели. На этой позитивной нотке мы завершаем свою программу, очередную программу «Бизнес-клуб». У нас сегодня в гостях, я напоминаю еще раз, была Мирим Эмилайын, менеджер по проектам образовательного учреждения СЕКОМ и тренер по эмоциональному интеллекту. Мирим, я надеюсь, что у нас беседы в этом направлении еще будут. Да? Вы можете нашу программу повторно посмотреть на нашей страничке Facebook. Урматтуу радио каармандар, биз ушу менен өзүбүздүн программабызды бүтүрөбүз. Биз Мээрим Эмилайымга терең ыраазычылык айтабыз, анткени эмоционалдык интеллект боюнча бизге абдан кенен, абдан пайдалуу маалыматтарды берди. Ал эми сиз бул Мээрим айымдын китептерини, бул кыргызча дагы бар, IQ биздин тагдырыбызбы деген китеп жазылган орус тилинде жана кыргыз тилинде, абдан пайдалуу, анан абдан тез окула турган китеп. Бирдемде окула турган китеп. Муну кыргыз концепттин офистеринде таба аласыздар. Баасы дагы абдан ылайыктуу. Ушун менен биз сиз менен көрүшкөнчө саламатта калыңыздар демекчибиз. Биздин программабызды кайталоосуну Facebook баракчабызда окуй аласыздар.